Добрый вечер. Сегодня 28 марта, понедельник. Это 760-й день аннексии Крыма. Время новостей на АТР. 72 человека погибло, 29 из них дети, 315 получили ранения. В Пакистане прогремел взрыв. В городе Лахор на северо-востоке страны смертник подорвал себя на стоянке у ворот парка, который был полон посетителей. Пока удалось узнать тела лишь 54 жертв. Ответственность за теракт взяли на себя талибы. Полиция задержала 15 человек, которых подозревают в причастности к теракту. В Пакистане объявлен трехдневный траур. Я допоміг багатьом пораненим дістатися швидкої. Я дуже змучився, повернувся додому геть знесилений. Сьогодні прийшов знову подивитися, як тут справи. Я стояв біля гойдалки, коли стався вибух. Він був дуже потужним. Ми підбігли ближче і побачили величезну калюжу крові, в якій лежали і мертві, і поранені. Тут у парку не було жодних перевірок відвідувачів. Вони мали вжити хоч якихось заходів безпеки. Отставки генерального прокурора Виктора Шокина требовали сегодня возле администрации президента на Банковой. На акцию собралось более 300 человек. Главное требование протестующих – назначить независимого генерального прокурора. Утром с плакатами в руках к администрации президента собираются люди. Они за отставку генерального прокурора Виктора Шокина. Среди них и Татьяна Сачевская. Работает в Национальной опере. Сегодня у нее выходной. Щоб вибрали ми незалежного прокурора. Зараз це креатура президента. Хочеться, щоб він більше прислуховувався до громадськості. В Верховной Раде наберется достаточно голосов за отставку генпрокурора, и завтра Шокина все же уволят, надеется Мустафа Найем. Но не исключает, что за время голосования может повториться история, как и с отставкой правительства. Депутат возмущен. Генеральная прокуратура продолжает обманывать общество. Проваливаются дела чиновников режима Януковича, зато преследуют тех, кто занимается бриллиантовыми прокурорами. І за 2 роки ми жодного разу не почули конкретних аргументів, чому досі пан Бойко народний депутат. Ми не почули, чому втік з країни Клюєв. Нам доводило, що це неможливо його затримати. Коли президент попросив пану Шокіну піти у відставку, він написав заяву і нібито пішов в лікарняний. Але насправді він приходив на роботу, виконував свої обов'язки. Він продовжував давати накази. І зараз, коли ми вже готові відправити його у відставку, є голоси у Верховній Раді. Але у прокуратурі з'явилася Ванга, ви знаєте, такого пана Куценка, який виходить і каже про те, що в Верховній Раді немає голосу. І після того, як нас кинули фактично за відставкою Арсенія Яценюка, ми очікуємо, що завтра може повторитися те саме. Даже если уволят Шокина, то исполняющим обязанности станет его заместитель Юрий Столярчук, который не дает ход расследованиям, утверждают организаторы акции. Некоторые активисты предлагают рассмотреть кандидатуру Сергея Горбатюка, который расследовал дело Майдана. Другие требуют провести прозрачный отбор на эту должность. В публічній площині були обговорені кандидатури, були запропоновані президентові ці кандидатури, і він би вже вніс в залу Верховної Ради. І саме цей призначений народний генеральний прокурор вже мав би реалізовувати далі реальну реформу прокуратури. І тоді нас не буде випадків ганебних, які відбуваються зараз. К активистам вышел представитель администрации президента Ростислав Павленко. Пообещал, вопрос отставки генпрокурора Шокина в Раде рассмотрят завтра, в первой половине дня. Эльвина Седулаева, Эльдар Исматов, Заман, АТР. Для ареста судей Автономной Республики Крым, оставшихся служить оккупационной власти, не нужно согласия Верховной Рады Украины. Об этом сегодня сообщил глава Верховного суда Украины Ярослав Романюк. Он считает, что на тех, кто изменил присяги и добровольно отказался от работы в Украине, не распространяется судейская неприкосновенность. Из 492 крымских судей только 46 уехали на материк, 68 уволились или ушли в отставку, а большая половина, 276 человек, присягнули российской власти. Именно для них Генеральная прокуратура хочет избрать меру пресечения – арест. Теперь для этого достаточно решения любого суда. Вони не здійснюють правосуддя від імені України, вони не отримують суддівської винагороди з бюджету України, вони по своїй ініціативі повністю припинили свої стосунки з судовою системою України, порвали з судовою системою України,
держава Україна і не повинна їх захищати так званим суддівським імунітетом. Отож, як вважаючи в Верховному суді, на цих осіб суддівський імунітет не поширюється. Якщо прокурор вважає, що є для цього підстави, він повинен напряму вирішувати питання про обрання такого запобіжного заходу, як арешт щодо цих осіб. Завтра в Крыму проведут 2 заседания суда по делу Чаегоза. Об этом сообщил адвокат Николай Полозов. Первое заседание состоится в 10 утра в Верховном суде аннексированного Крыма, а второе в полдень. Оба заседания по апелляционным жалобам по поводу незаконного содержания Ахтема Чаегоза и вынесению решения о продлении его содержания в СИЗО судьей Редько. На последнем заседании суда по делу 26 февраля, 24 марта Ахтему Чаегозу предоставили слово. Аудиозапись его выступления выложила в сеть его жена Эльмира Аблялимова. Я вас призываю к тому, к чему вы присягали, к соблюдению закона. Если каждый из вас будет на своем уровне нарушать этот закон, нашим детям будущего не будет. Не будет у наших детей, не только у крымских татар. Вы не забывайте, репрессии коснулись всех. Ваши дети тоже потом страдали. Вернее, дети тех родителей, которых в 30-е годы насиловали. Я имею в виду с точки зрения закона. Вот меня возмущает больше всего то, что вы втупую, просто выполняя чьи-то указания, несете вы ответственность. Вы не должны это забывать. Берите закон, раз вы уж ему присягнули, и на основании этого закона выносите. Вот те нарушения, то беззаконие, которое здесь творится, оно меня, учитывая, наверное, то, что я большую часть своей жизни прожил, настолько меня возмущает, но руки я не опущу. Вот сколько во мне есть сил, дыхания, сколько мне отпущено Аллахом, я буду бороться против такого беспредела. Постарайтесь не делать этих преступных действий, чтобы за ваши действия не пришлось страдать всем людям, а еще больше, не стыдиться, чтобы не стыдились ваши дети. В Крыму закрывается единственное украиноязычное издание. Всеукраинская общественно-политическая литературная газета «Крымская Светлыця» в номере за 25 марта указала, что это последний выпуск газеты. Редакция, как и многие средства массовой информации полуострова, переезжает в Киев. «Крымская Светлыця» издается в Крыму с 1992 года. Учредители Министерства культуры и туризма Украины, Всеукраинское общество просвиты имени Тараса Шевченко и трудовой коллектив газеты. Во времена Януковича газета прекращала печататься, однако позже восстановила тираж. Як свідчення того, що українці є в Криму, це звернення до господина Путіна, нашої читачки з Феодосії. «Не очень, увы, уважаемый в Україні товариш Путін», починається це звернення. Ну, звичайно, таку газету терпіти ті, хто під Путіним, не будуть. Таке гасло «Українську церкву виживають із Криму» або «Чи вірять у Бога гобліни». Ми не боїмося, так само, як і Дещиця не побоявся назвати тим словом того, хто цього заслуговує. Под Симферополем никак не могут побороть свалку. Городской полигон твердых бытовых отходов находится в Каменском массиве столицы Крыма. Его территория составляет 26 гектаров, а высота сваленного в 2 яруса мусора 25 метров. Свалка уже давно переполнена, ее должны закрыть. Однако мусор из города и окрестностей до сих пор привозят сюда. Район рядом с полигоном называют коллективными садами. По документам это дачный массив, но многие живут здесь постоянно. Вот это было когда-то, еще при советской власти говорили, что эту свалку будет 3 ряда платанов, обсаженных в круговую этой свалки, и 2 ряда, по-моему, орехов или еще что-то такое. Ну, до сих пор все садим, все выполняем и все. Весь мусор идет, мы живем тут, и все идет к нам. Как ветер какой, вот сегодня ночью был такой сильный ветер, он все нагнал опять все сюда. Хотели же где-то 1,5 года назад, ну, по-моему, или 2 года назад хотели закрыть. Ну и вот перестроились, теперь все. Постоянно, когда лето, оттуда и запаливают его, начинает такая вонь идти оттуда, не знаю. Вот осень и лето. Весной так еще нет, а вот лето и осень, да. Так что сильно воняет. Как ездили, так и ездят. Вроде бы как закрыто должна была быть, а так ездят.
И вы видели сами, какая дорога разбитая. Вообще-то это они должны делать. А люди каждый день вот это ездят в автобусах. И детки маленькие, сами ж видите. Референдум в Крыму в марте 2014-го был незаконным, утверждает бывший премьер России, а ныне один из лидеров оппозиции Михаил Касьянов. В начале месяца он заявил, что его политическая сила в случае прихода в России к власти готова вернуть Крым Украине. А в прошлом году Касьянов заявил, что только крымские татары имеют право по уставу ООН поставить вопрос о самоопределении в Крыму. Мы должны сделать еще один опрос. Это не был бы референдум, то, что проводил Путин. Это был опрос. Референдум не имеет права быть там. Нет людей в Крыму, ни украинцы, ни русские не имеют права на референдум о самоопределении. Это придумано было там, Лавровым с Путиным. Нет такого права в уставе ООН. Украинский народ определился, но имеет свое независимое государство. Русский народ определился, имеет свое независимое государство. Крымско-татарские не определился. Они, пожалуй, имеют. Но они, слава богу, не ставят вопроса о таком. Но автономия не должна быть. Должна быть автономная республика крымских татар? Должна. И мы должны провести опрос теперь уже в других условиях. В условиях свободного изъявления своих мыслей и дискуссий. И это будет основанием, это будет, скажем так, мнением граждан, которые власти России и Украины должны будут учитывать при составлении этого договора. В Крыму перед аннексией было очень много российских военных, но их количество не превышало договоренности о Черноморском флоте России. Такое мнение высказала в эфире «Радио Свобода» представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова. На протяжении всей беседы между ведущим «Радио Свобода» Максимом Соколовым и Марией Захаровой была словесная перепалка. Ведущий называл события в Крыму в феврале-марте 2014-го аннексией полуострова, а Захарова – легитимным изменением государственной принадлежности. Вооруженные силы в Крыму появились когда? Человечки-то. Нет. Ой, а вы не знаете? Я знаю, российские, конечно. Да. Да. Даже президент Путин Вы это знаете, признал. просто дело в том, что там много лет они находились. Да, а некоторые еще и высадились. И нигде не написано, что они не должны были высаживаться. Нет, они не должны были высаживаться, в частности, в Верховном Совете Крыма. Но это вы сейчас придумали на ходу. Ну, я не придумал, почему же я знаю, что не должно быть. Ну, вы знаете, но мятежей не должно быть на территории других государств. На территории Украины находились вооруженные силы Российской Федерации, находились в большом количестве. А потом стали находиться в большем количестве. Да, но это количество не превысило того количества, которое было прописано. Они должны были захватывать государственный орган власти Украины. Активисты блокады Крыма будут патрулировать админграницу вместе с пограничниками. В Херсонской области активисты общественного объединения «Аскер» с сегодняшнего дня приступили к дежурству на пунктах пропуска Чонгар, Каланчак и Чаплынка. Аскеровцы будут дежурить по сменам, сутки через трое. Их можно распознать по повязке на руке с надписью «Охрана порядка» с крымско-татарской тамгой и украинским трезубцем. Также у активистов есть специальные удостоверения. Для нас Крым – это не территория. Для нас Крым – это могила наших стариков, для нас Крым – это наша родина, дома. Это все, что течет в наших жилах, в нашей крови. Вы со всей Украины сюда приехали. Вы шире украинцы. Вы здесь стоите для того, чтобы Крым, независимый Крым в будущем, да, в составе Украины, дальше вернулся в Украину. Мы все братья, мы одной крови с вами. Мы тоже украинцы, как и вы все. Слава Украине! Основная задача – это помощь гражданам Украины, которые выезжают на материковую часть, в юридических, нотариальных вопросах. Просто обычные бытовые вопросы мы будем помогать решать. Потому что многие люди выезжают, они растерянные выезжают, они выезжают с чувством страха. И мы, как друзья, как такие же патриоты, должны помогать им. Я надеюсь, что вот это совместное патрулирование территории КПВВ «Чонгар», совместное несение службы позволит один к одному, как пограничникам с участниками «Аскер», не нарушать закон, позволят более внимательно относиться к тем людям, которые пересекают административную границу. Бойцы незаконных вооруженных формирований не прекращают вести огонь по позициям украинских защитников. Террористы используют запрещенное Минскими договоренностями вооружение. За последние сутки позиции сил АТО атаковались 50 раз. Самые активные бои шли в направлении Авдеевки.
Незаконні збройні формування спробували взяти штурмом один із опорних пунктів сил АТО. Бійці Збройних сил України відкрили вогонь у відповідь, і диверсійно-розвідувальна група противника у складі 6 осіб відступила. В напрямку Донецька обстріли сил АТО відбулися також в районах Шахти, Бутівка, Луганське, Піски, Опитне та Зайцеве. На інших ділянках фронту теж було неспокійно. Поблизу Новотроїцького бандити застосували міномети 120-го калібру, протитанкові ракетні комплекси. Також на Маріупольському напрямку ворог цілив захисників Мар'їнки, Широкіного та Тарамчука з гранатометів, кулеметів, стрілецької зброї. З метою утримання своїх позицій українські військові декілька разів відкривали вогонь у відповідь. Издательство «Букрек» в Черновцах выпустит учебник крымско-татарского языка и интегрированный курс литературы, в который входит курс крымско-татарской литературы для 8 классов общеобразовательных школ Украины к 2016-2017 учебному году. Тираж – 300 экземпляров, а себестоимость каждого учебника из-за небольшого тиража составит около 300 гривен. В отличие от учебников на украинском языке, половину стоимости которых оплачивают из государственного, а половину из местных бюджетов, Министерство образования и науки полностью оплатило учебники для крымско-татарских классов. Шестилетний крымчанин нарисовал себе паспорт Украины. Фотографию этого документа опубликовала на своей странице в Facebook жительница Севастополя. Под фото она написала: «Любовь к своей земле и осознание себя гражданином своей страны прививается в семье. Крым будет украинским, пока в нем есть такие семьи и в них растут такие дети». Крымчанка получила 2 медали на очередном этапе Кубка мира. Украинская гимнастка Анна Ризатдинова взяла серебро в упражнении с булавами и бронзу в упражнении с лентой на соревнованиях, проходивших с 24 по 27 марта во французском городе Тье. Также она продемонстрировала упражнение с мячом, однако допустила ошибку и не получила медали в этой категории. Это была последняя новость выпуска. Следующий на крымско-татарском языке проведет Эльмас Асанова. Хорошего вечера. Будьте с нами.